Поистине хвала принадлежит Аллаху. Мы восхваляем Его, просим о помощи и прощении. Мы прибегаем к Всевышнему Аллаху от зла наших душ и от зла наших скверных дел. Того, кого Аллах поведет прямым путем, никто не собьет. А того, кого Он собьет, никто не сможет наставить. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, у которого нет сотоварища, и который превыше того, чтобы иметь равного и подобного себе. Также я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник, да благословит его Аллах и приветствует, его благое семейство, благословенных сподвижников, до тех пор, пока глаза видят, а уши воспринимают назидание. А затем, уважаемые братья, Аллах избрал своих пророков из людей. И для своих пророков Аллах избрал сподвижников, которые вместе с пророками устанавливали религию. Сподвижников нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Аллах избрал для того, чтобы они сопровождали его и устанавливали религию. Если мы остановимся перед историями тех людей, посмотрим на то, как они принимали ислам, что они делали для ислама, и какими были их отношения с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, во всем этом мы обнаружим назидание и наставление. Сегодня мы поговорим о человеке, которого пророк, да благословит его Аллах и приветствует, относил к членам своей семьи, сказав: «Сальман из нас, из Алиль-Бейт». Сегодня мы встанем перед человеком, о котором спросили Али, да будет доволен им Аллах. Он ответил: «Он, как мудрец Лукман, в умме посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». Мы встанем перед человеком, передавшим 60 хадисов от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он долго жил до того, как принял ислам, много прожил, будучи мусульманином, и умер во время халифата Усмана, да будет доволен им Аллах. Мы встанем перед человеком, чье имя нельзя не упомянуть, повествуя о сражении Урва, в котором группы кафиров объединились вместе против посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и мусульман в Медине. В этой истории всегда упоминается имя Сальмана Аль-Фариси, да будет доволен им Всевышний Аллах. Его история передается у имама Муслима, Ахмада и других. Сальман, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «Я был сыном одного из руководителей персов. Мой отец и его народ поклонялись огню». Он сказал: «И мой отец был духканом, то есть старостой деревни, Джи, в котором поклонялись огню». Он рассказывал: «Я любил это поклонение, охранял огонь, так что я сам зажигал его, следил, чтобы он не потухал, и не допускал, чтобы он потухнул хотя бы на мгновение». То есть он очень старался, даже в своей предыдущей религии, в религии зороастрийцев, в которой люди поклоняются огню. Он сказал: «И мой отец держал меня взаперти, как девушку. Он настолько оберегал меня, любил и боялся за меня, что охранял меня и никогда не позволял выходить». Он сказал: «Однажды отец задержался из-за строительства в доме. И его отец выходил каждый день в свое поместье, в сад, чтобы смотреть за ним. Он сказал: «Сын мой, строительство держит меня у себя в доме. Ты сходи в поместье и сделай там то-то и то-то». Сальман сказал: «И я вышел, и я очень редко выходил в люди из-за того, что отец постоянно держал меня дома». Он не знал, что там у людей, не ходил на рынки, не сидел вместе с другими людьми, не общался из-за того, как он много сидел дома. Он сказал: «И когда я шел, я прошел мимо церкви, в которой христиане совершали свое поклонение. Он сказал: я вошел туда, посмотрел на них, и мне понравилось то, что они читали, понравилась их молитва, и я остался у них, пока не зашло солнце. Отец закончил свои дела, вспомнил обо мне, послал за мной, но меня не обнаружили в поместье. Когда я вернулся к ним, он сказал: сын мой, ты меня озадачил. Где ты был? Я ответил: отец, я пошел в твое поместье, но когда проходил мимо церкви, мне понравилась их молитва. Понравилось то, что они читали, и я захотел принять их религию. Его отец сказал ему: сын мой, твоя религия и религия твоих отцов лучше для тебя. Я сказал: нет, их религия лучше, чем то, что мы поклоняемся огню. Он рассказывал дальше. И мой отец отправил меня в мою комнату, закрыл ее и заковал меня, чтобы я мог выходить только в туалет. Сальман рассказывал: я отправил послание к христианам. И до этого я спросил их, откуда их религия, и они сказали: из Шама. Я отправил послание, в котором говорилось: когда вы узнаете, что какой-то караван будет отправляться в Шам, сообщите мне. Прошло немного времени, и торговый караван из Шама прибыл в Персию. Христиане отправили мне послание и сказали, что с Шама пришел торговый караван. Я сказал: когда они закончат свои дела, сообщите мне.
потому что они должны были оставаться там несколько дней, продавая свой товар и закупаясь новым товаром. Он сказал: и когда они сообщили мне, что они уже закончили свои дела и сейчас направятся обратно в Шам, я освободился от своих оков, пошел к ним втайне от всех и присоединился к ним. Он сказал: и я зашел в Шам. Это был первый раз в его жизни, когда он так далеко вышел из дома. Не говоря уже о том, чтобы попасть в другую страну. Он рассказывал: я оказался в Шаме и спросил людей. Я сказал им: кто лучший из представителей вашей религии? Я хочу учиться религии от лучшего из вас. Кто из вас лучший в религии? Они указали мне на епископа церкви. Я пошел к епископу, зашел к нему и сказал: я хочу принять вашу религию и желаю быть с тобой, прислуживать тебе и совершать с тобой молитвы. Он ответил: хорошо, делай так. Сальман рассказывал: и я оставался у него, и клянусь Аллахом, он был плохим человеком. Он побуждал своих прихожан делать пожертвования, и когда они приносили ему деньги, он присваивал их себе, не раздавая их бедным и нуждающимся. Я сильно возненавидел его, но не мог рассказать о нем его народу, потому что он был епископом, а я чужестранцем, и они бы мне не поверили. Он сказал: и я жил с ним, пока он не умер. Когда же он умер, они похоронили его, и я сказал им: воистину, это был плохой человек. Они сказали: это же был наш епископ. Я сказал: он был плохим человеком. Они спросили: какие у тебя доказательства? Я отвечал: он велел вам делать пожертвования, но клянусь Аллахом, он собирал их и ничего не давал из них нуждающимся. Они спросили: и где эти деньги? Сальман сказал: и я указал им на то место. Они начали копать землю и извлекли из тайника 7 кувшинов, наполненных золотом и серебром. Они разгневались, откопали его тело, достали его и распяли его на пальмовом столбе. Сальман, да будет доволен им Всевышний Аллах, сказал, что потом они избрали себе другого епископа. Из-за своей честности Сальман, да будет доволен им Аллах, не желал богатства. Он не промолчал и не забрал кувшины себе. Также он не возненавидел религию из-за поступков одного человека, который приносил вред религии, который представлял. Он не судил христианскую религию в то время по поступкам людей. Нет, он знал, что тот человек ошибается, но эта религия в тот период времени была истинной. Он, да будет доволен им Аллах, сказал: они привели другого человека на место умершего епископа. Клянусь Аллахом, я не видел более хорошего и достойного человека в его молитвах и поклонении. Я был с ним, пока он не умер. Я сказал ему: я пришел из Персии в поисках истинной религии. Укажи мне на кого-нибудь, кому я смогу служить после тебя и у кого я смогу учиться. Он ответил: сын мой, сейчас очень мало людей, придерживающихся того, чего мы. Люди изменили и исказили. То есть они изменили вероубеждение, сказав, что Иса – сын Аллаха. Они впали в многобожие, а остальных людей, которые продолжают оставаться на правильном единобожии, с которым пришел Иса, мир ему, их очень мало. Сальман сказал: скажи мне, куда идти. Он ответил: иди в Мосул. Там есть такой-то человек, иди к нему. Сальман рассказывает: и когда он умер, я вышел в Мосул, зашел к епископу, который был там, и сказал ему, что я шел из Персии в Шам, пробыл там столько-то и столько-то, и потом мне указали на тебя. Я хотел бы остаться с тобой, чтобы прислуживать тебе и молиться вместе с тобой. Он согласился. Сальман рассказывал: и он был праведным человеком. Я провел у него какое-то время, и затем к нему спустилась смерть. И изначально все эти люди были старыми, когда к ним приходил Сальман. Он сказал ему: я был с тем-то и тем-то, укажи мне, куда идти теперь. Он ответил: клянусь Аллахом, я не знаю тех, кто придерживается того же, что и мы, кроме одного человека в Насыбине, что в Шаме. Он рассказывал дальше. И когда он умер, я пошел и стал жить у того человека в Насыбине, в Шаме. Когда же смерть настигла и его, я направился к одному праведному, много поклоняющемуся человеку и жил с ним, пока и он не умер. Перед смертью я обратился к нему: ты знаешь обо мне то, что знаешь. Укажи мне на кого-то, к кому я могу пойти после тебя. Он ответил: клянусь Аллахом, люди исказили и изменили, и я не знаю того, кто остался на правильном единобожии, кроме одного человека в Аммурие. И Аммурия сейчас находится на территории Турции. Сальман рассказывал: я пошел в Аммурию и жил с тем праведным человеком и оставался у него, пока не получил несколько овец и коров и заработал деньги. И при этом я совершал поклонение. Когда же тот человек умирал, я сказал ему: пришло твое время, как ты видишь. Я уже был с тем-то и тем-то до тебя. Укажи мне,
к кому мне можно будет пойти после тебя? В любое место на земле, я пойду туда. Тот ответил: сынок, клянусь Аллахом, я не знаю никого на земле, кто истинно следовал бы нашей религии. Люди все исказили и изменили. Я спросил: и что же мне делать? Посоветуй мне. Он отвечал: никого нет. Но пришло время, когда появится пророк. Я спросил его: и каково его описание? Он ответил: он будет послан с религией Ибрагима. Он переселится туда, где среди черных камней растут пальмы. То есть вокруг черные камни, земля с черными камнями, и посередине будут пальмы. Он будет есть из того, что ему подарят, но не будет есть из милостыни. И между плеч у него будет печать пророчества. Сальман, да будет доволен им Аллах, сказал: когда он умер, я прожил там столько, сколько пожелал Аллах. Я продолжал жить в том месте, пока мимо меня не проехала группа людей из племени Кальб, из Джухейны. Они были торговцами. Я сказал им: если вы возьмете меня с собой в землю арабов, я отдам вам своих коров и овец. Они согласились и взяли меня. Он рассказывал: и когда мы достигли Аравийского полуострова, достигли долины Аль-Кура, а это долина на севере Медины, в ней растут пальмы. Когда мы достигли этого места, они продали меня, солгали про меня, сказав, что я раб. Они продали меня, и я не мог защититься. Так у меня появился хозяин, и я начал работать на его пальмах. Когда я увидел пальмы, я подумал: может быть, это и есть та земля, куда будет отправлен пророк. Он сказал: и я пробыл какое-то время у него. И к моему хозяину пришел другой иудей, один из сыновей его дяди по отцу, из Бану Курайза, из Медины. И его хозяин был иудеем. Он сказал: и он купил меня у моего хозяина и отправился со мной в Медину. Он сказал: клянусь Аллахом, когда я увидел черные камни вокруг нее и пальмы внутри, я понял, что это будет то самое место, куда переселится пророк. Он сказал: и я настолько был занят рабским трудом, что не выходил из хозяйского сада, и он не разрешал мне выходить. В это время пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был отправлен со своей миссией в Мекке, но я ничего не знал о нем. Он пробыл 13 лет в Мекке, а я не слышал о нем ничего. Он рассказывал дальше. И он переселился в Медину, и я до сих пор ничего не знал о нем из-за изнурительного рабского труда, из-за того, как много он работал и как сильно его загружал его еврейский хозяин. Обратите внимание, более 13 лет он ничего не знал о том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был послан со своей миссией. Сальман сказал: как-то раз, когда я находился на верхушке пальмы и работал, а мой еврейский хозяин сидел под пальмой, к нему пришел один его кузен и сказал, когда сел рядом с ним: о такой-то, да погубит Аллах Бануль Килля, то есть племена Аус и Хазрадж, жители Медины. Он спросил: а что с ними? Он ответил: к ним пришел человек из Мекки, он переселился к ним, и они заявляют, что он пророк. Сальман говорит: и когда я услышал эти слова, меня охватила лихорадка, так что я чуть не свалился на голову своего хозяина. Он задрожал на верхушке пальмы. Он сказал: и я спустился и спросил двоюродного брата хозяина: что ты сказал? Повтори, что ты сказал? Он сказал: и мой хозяин поднял руку и ударил меня по лицу и сказал: возвращайся к своей работе. Какое тебе дело до всего этого? Я сказал: я просто хотел убедиться кое в чем. Он сказал: возвращайся к работе. Сальман сказал: и я опять поднялся на свою пальму. Он сказал: когда же наступила ночь, и моя работа закончилась, я собрал несколько фиников, взял их с собой и зашел в Медину. И спросил, где находится посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Мне показали, где он. Я пришел к нему, когда он сидел среди своих сподвижников. И я сказал ему: мне сказали, что ты праведный человек, и у тебя праведные сподвижники. Вот финики, которые я собрал в качестве милостыни. Я положил перед ним эту милостыню. Он рассказывает: и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отодвинул посуду в сторону своих сподвижников и сказал им: ешьте, а сам он не съел оттуда ни одного финика. И я сказал про себя: это первое, он не ест из милостыни. И я ушел. Через несколько дней я опять набрал фиников и пришел с ними к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Посланник Аллаха был в том же месте, и я положил перед ним финики и сказал: я видел, что ты не ешь из милостыни. Это подарок для тебя и твоих сподвижников. Он сказал, и он пододвинул их к себе и позвал сподвижников. Они собрались, и поел и он, и сподвижники. Я сказал, это второй признак. Сальману оставалось только посмотреть на печать пророчества между плеч нашего господина и посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Но он не мог сказать: сними свой плащ, чтобы я посмотрел на тебя. Прошли дни и месяцы.
А Сальман все выжидал подходящего случая. Пока однажды Сальман не услышал, что собираются хоронить Кальсума ибн аль-Хадма, да будет доволен им Аллах, сподвижника. И это был первый сподвижник, которого похоронили в Медине после того, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сделал в нее хиджру. Он рассказывал: «И я направился туда и увидел, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, у могилы, под палящим солнцем, в жару, они копают могилу. И рядом лежали погребальные носилки. Он сказал: я пришел. И по Сальману было видно, что человек не араб, а перс. Он сказал: и я подошел и посмотрел на него сзади, пытаясь увидеть, что у него между плеч, под накидкой. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, почувствовал это и снял плащ со спины. Он сказал: и я посмотрел между плеч и увидел между лопаток нашего господина, посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, печать пророчества. Печать пророчества — это был небольшой выступ на коже между лопаток. Ибн аль-Каим сказал: это был небольшой выступ, размером с голубиное яйцо. И эта печать сделала образ пророка, да благословит его Аллах и приветствует, еще более прекрасным. И он, да благословит его Аллах и приветствует, уже родился с этой печатью, указывающей на то, что он пророк. Сальман сказал: и когда я увидел печать пророчества, я склонился перед ним и принялся его целовать. И этого момента Сальман ожидал столько лет. После того, как переезжал, так уставал, расстался с семьей, он вырос в неге, потом его продали как раба, и он согласился с этим, и терпел ради того, чтобы иметь возможность зайти в ислам. Он сказал: я принялся целовать его и плакать. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не трогал его, давая возможность переполняющим его чувствам вырваться наружу. Когда же он прекратил плакать, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: иди сюда. Он подошел, а пророк, да благословит его Аллах и приветствует, надел свой плащ и сказал: расскажи мне, что случилось? То есть мы видим, как ты принес милостыню, потом подарок, потом пришел сегодня, и ты не мусульманин, и работаешь на еврея. Расскажи нам свою историю. Он сказал: и я рассказал ему свою историю. И пророку, да благословит его Аллах и приветствует, понравилось то, что это услышали его сподвижники, так как это прибавило им стойкости и уверенности в религии, чтобы они узнали, что об этом пророке, за которым они следуют, предсказывали и другие пророки, которые были раньше, и что этот человек специально пришел из Персии, чтобы найти его. Он сказал: и когда я закончил рассказывать свою историю пророку, да благословит его Аллах и приветствует, он сказал: выкупись, о Сальман, то есть выкупи себя у своего хозяина. Я сказал: клянусь Аллахом, у меня нет стольких денег. И я ушел. Рабский труд на моего хозяина отвлекал меня от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он принял ислам, но его хозяин не разрешал ему ходить к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он рассказывал: по этой причине мне пришлось пропустить битвы при Бадре и при Ухуде, так как я оставался рабом. Потом пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: выкупи себя, о Сальман, мы тебе поможем. И я пошел к своему хозяину и сказал ему, что выкупаю себя у него. И тот, жадный еврей, сказал мне, чтобы я заплатил ему 300 финиковых пальм, чтобы я посадил их в новой земле, и чтобы я дал ему 40 укий золота. В их время верблюд стоил меньше, чем 1 укия. И то был верблюд, которого так хотели люди, и который считался у них самым главным имуществом. А этот человек хотел от него 40 укий золота. Также он хотел от него, чтобы он посадил 300 пальм на новом месте. Я пришел к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: о посланник Аллаха, он потребовал от меня 300 пальм и 40 укий. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал своим сподвижникам: помогите вашему брату. Сальман рассказывал: и один человек пришел с 30 саженцами пальм, другой человек с 10, третий с 5, пока не набралось 300. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: Сальман, иди и подготовь почву для посадки саженцев. Скопай землю и не трогай саженцы, пока я не приду, потому что его хозяин поставил условием то, что все пальмы должны привиться. Он рассказывал:
И я со своими товарищами пошел туда, и мы подготовили место для 300 пальм. Он сказал, затем пророк, да благословит его Аллах и приветствует, пришел лично. Мы начали подавать ему саженцы пальм, а он сам сажал их и делал дуа о том, чтобы в них был баракат. Итак, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, посадил своими руками 300 пальм. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не сказал, зачем мне себя утруждать. Я пойду и почитаю Коран, помолюсь, и это будет лучше, чем заниматься тем же, чем занимаются земледельцы. Что ислам приобретет от этого человека? Ислам уже приняли те, кто богаче, чем он, сильнее и красноречивее. Зачем нам уделять ему такое внимание? Нет. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, старался призывать всех. Сальман сказал, и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, посадил своей рукой 300 пальм. Он сказал, и клянусь Аллахом, ни одна из этих пальм не умерла. Я выполнил условия с пальмами, и осталось золото. Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, принесли золото размером с яйцо. Он спросил, где персидский юноша? Посмотрите, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, думал о Сальмане. Он занимался одним из тех, кого призывал. Сальман рассказывал, и меня позвали к нему, и он сказал, возьми это и взвесь для себя перед своим хозяином. То есть взвесь его и посмотри, сколько в нем укий. Потом расплатись этим с ним. Я сказал, о посланник Аллаха, разве этого хватит? Он ответил, возьми и взвесь. Сальман сказал, я сказал хозяину. И он положил кусок золота на чашу весов, начал ставить укии и взвешивать. И оказалось, что в том куске золота было больше 40 укий. Он сказал, и я отдал его своему хозяину и освободился из рабства. После этого первой битвой, в которой Сальман участвовал с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, была битва Урва. О Аллах, благослови и приветствуй нашего господина посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. О Аллах, будь доволен его благородными сподвижниками, о Господь миров. И я прошу прощения у великого Аллаха за себя и за вас, от всякого греха. Просите у него прощения и кайтесь перед ним, воистину он прощающий милосердный. Хвала Аллаху за его милость и благодарность ему за дарование им успеха. Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, у которого нет сотоварища, возвеличивая его положение. И я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник, призывающий к его довольству, да благословит его Аллах и приветствует его семью, друзей, любимых ему людей, а также тех, кто пойдет по его пути и последует их следам и их сунни вплоть до судного дня. Уважаемые братья, к правам сподвижников посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, относится то, чтобы мы ознакомлялись с этими историями, рассказывали эту и другие истории нашим братьям, детям, родителям, формируя у них связь с теми людьми. Мы должны размышлять над ними, чтобы извлечь для себя от них назидание и урок для себя. Мы должны думать о них, потому что они сохранились только из-за того, что содержат в себе уроки для уммы. Я прошу Аллаха собрать нас с вами в его раю. Я прошу Аллаха быть довольным с подвижниками посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Я прошу Аллаха собрать нас с ними в его раю, воздать им наилучшим воздаянием за все, что они сделали, сохранив его религию, ведя джихад на его пути. О Аллах, наставь нас к благим деяниям, оставлению порицаемого и любви к беднякам. Если же ты захочешь искусить своих рабов, забери нас к себе, неопозоренными и неискушенными. О Аллах, помоги муджахидам по всей земле. О Аллах, помоги муджахидам в Шаме. О Аллах, направь их стрелы в цель. О Аллах, объедини их слово. О Аллах, помири их друг с другом. О Аллах, о живой, о поддерживающий жизнь. На того, кто захочет навредить им, расстроить или поселить среди них вражду, накинь его козни на него самого и сделай так, чтобы его действия стали разрушительными для него самого. О Аллах, спаси жизни и вылечи раненых, исцели больных, помилуй умерших из них и прими их шахидов, о Господь миров. О Аллах, защити наших братьев в Ираке, Египте, Судане, Йемене, Палестине и по всей Твоей земле, о Господь миров, о живой, о поддерживающий жизнь. О Аллах, защити нас в наших странах от зла злодеев, козни нечестивцев и зла, которое сменяется изо дня в день. О могущественный, о всепрощающий. О Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, как Ты благословил Ибрахима и семейство Ибрахима. О Аллах, не спошли свои благословения Мухаммаду и семейству Мухаммада, как не спаслал Ты благословение Ибрахиму и семейству Ибрахима, воистину Ты хвалимый славный. Твой Господь, Господь могущества, пречист и далек от того, что они приписывают Ему. Мир посланникам, хвала Аллаху, Господу миров.